Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Кого судьба не сберегла? Презентации книги и фотовыставка состоялись сегодня, в день пропавших без вести. Президент Абхазии должен отозвать соглашение о ратификации госдачи Пицунда, отметили на брифинге участницы встречи с Михаилом Шургалиным. Абхазия готова быть частью расширенного союза суверенных государств, заявил Инал Ардзенба. Начнем выпуск с международной даты. «Кого судьба не сберегла» – так называется книга о пропавших без вести, презентованная Международным комитетом Красного Креста и движением Матери Абхазии за мир и социальную справедливость. Одноименная фотовыставка состоялась в здании Национальной библиотеки. Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести, отмечается 30 августа. Слово Элеоноре Гилаян. Тут нет имен и фамилий, только фотографии и короткие воспоминания родных. Каждый найдет своего, говорят организаторы. И каждый действительно своего находит. Хотя бы тут, на фотовыставке. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Этот день провозглашен с целью привлечь внимание общественности к судьбе лиц, чье местонахождение неизвестно для их родственников. В результате Отечественной войны народа Абхазии пропали без вести более 2000 человек с обеих сторон. В общей сложности за 11 лет работы миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии были найдены останки 500 человек и с абхазской, и с грузинской стороны. Идентифицированы из них около 200. Речь идет обо всех пропавших, вне зависимости от национальности. Сегодня эта выставка, это редкий и очень ценный взгляд на их жизнь, рассказанный голосами их семьи, которые знали их, как никто другой. Этой семьи здесь с нами сегодня. Я надеюсь, вы разделите с ними смех, слезы. Это самые дорогие воспоминания, которые помогут вам узнать их и понять, какими они были, их близкие, на самом деле. И я надеюсь, что благодаря этому вы сможете понять боль семьи пропавших без вести. Мужья, отцы, сыновья, они уходили в войну навсегда, оставляя своим родным только память и неизвестность. Председатель движения Матери Абхазии за мир и социальную справедливость Гули Кичбе напомнила, что сразу после войны первый президент Владислав Ардзенба создал госкомиссию по пропавшим без вести, но основная сложность заключалась в том, что отсутствовали схемы захоронений. Всю свою послевоенную жизнь Матери Абхазии, наше государство при поддержке Международного Красного Креста работает в этом направлении. И в 2007 году при финансовой поддержке Международного Красного Креста движением матерей была составлена вот эта книга, в которую вошли 131 человек без вести пропавших. И хотя вы знаете, что без вести пропавшие в Абхазии 200 человек, а официально 185. И вот из них за 30 лет опознано 44. А еще в этом направлении предстоит очень большая кропотливая работа. Вышла вторая книга при поддержке Международного Красного Креста, которая называется «Кого судьба не сберегла». Эти крылатые слова вы знаете Александра Бардадыма, добровольца, погибшего в нашей Отечественной войне. Но сюда вошли, что очень важно для нас, и близкие пропавшие без вести лица гальской стороны, они пропали после войны, во время террористических акций. И вот 18 семей в этой книге, они отображены. К собравшимся присоединился и заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе. Он поблагодарил всех участников процесса поиска пропавших без вести и выразил надежду, что эта миссия будет продолжена.
Международный комитет Красного Креста в Абхазии подготовил к памятному дню 3 видеозарисовки. В них абхазские художники написали картины по мотивам рассказов семей пропавших без вести. Историю Руслана Авицба изобразила Диана Хинба, Дмитрия Хижба, Руслан Габля, а Таифа Аджба и Екатерина Гуськова. Детей он обожал, все время на шею сажал. И я помню, как один раз он кому-то говорит: почему, говорит, ребенок плачет, приятель, видимо, какой-то. Ну, потому что, говорит, хочет, чтобы я его поднимала. А Таиф ему говорит: слушай, подними его, говорит, он сейчас тебя просит, потом не будет просить. Потом он даже захочет, чтобы ты немножечко подальше сидел, говорит. Помню, он нас забрал. И когда я переходила с ним вот в метро или где-то в Москва, все-таки это мегаполис, там растопчут и не оглянутся. Вот так. Он меня как ребенка переводил. А тем более своих детей он вообще вот так вот цеплялся за нас. Ну что ты переживаешь? Мы же не с неба свалились. Вы, говорит, провинциалы, вы не понимаете, что здесь так нельзя ходить. Вот такой он был, как вот о ребенке заботился, и обо мне, и о своих детях. Спасибо тебе большое. Я уже издалека наблюдаю, что это вот ты смогла уловить. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам всем. Разворошили мою душу. Родственники пропавших без вести немногословны, смотрят в одну точку, уже давно все знакомы друг с другом. По нескольку раз давали биоматериалы, думая, что вот сейчас найдут именно их родного человека. Где-то в глубине души все годы неся надежду, что этот человек жив и обязательно вернется. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ. Вопросы криминогенной ситуации в республике и меры, предпринимаемые профильными структурами для борьбы с преступностью, обсудили на совещании президента Аслана Бжани. Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, генеральный прокурор Адгур Аграба, руководитель администрации президента Джансух Нанба, министр внутренних дел Вальтер Будба, министр юстиции Андрей Барциц, председатель СГБ Роберт Киут, начальник ГСО Дмитрий Дбар, первый заместитель председателя СГБ Тимур Ахиба. Президент Абхазии должен отозвать соглашение о ратификации госдачи Пицунда. На площадке Арсмира прошел брифинг женщин, участниц диалога с чрезвычайным и полномочным послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным. Напомним, что ранее группа женщин обратилась к Михаилу Шургалину после его интервью РИА Новости, где он прокомментировал позицию российского руководства по вопросу передачи госдачи Пицунда. Затягивание рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по Пицунде очевидно отразится на стремлении российской стороны инвестировать в такие масштабные проекты, как строительство аэропорта, туристических объектов, реконструкция Абхазской железной дороги. С Пицундой всех их объединяет необходимость принятия решений по вопросам, связанным с землей и недвижимостью, отметил в частности Михаил Шургалин. На брифинге в Арсмира ветеран Отечественной войны Лариса Тарба, член партии Апсны Наира Амалыя и журналист Изида Чаня рассказали об откровенном разговоре с послом России, которому, по их словам, они донесли точку зрения общественности республики по ряду самых острых вопросов. Подробнее расскажет Анастасия Никонова. 29 августа в посольстве России в Абхазии прошла встреча чрезвычайного и полномочного посла Михаила Шургалина с женщинами Абхазии в лице ветерана Отечественной войны народа Абхазии Ларисы Тарба, члена партии Апсны Наиры Амалыя, а также журналистов Изиды Чаня и Нисфы Аршба. Женщины Абхазии в ходе диалога с послом отметили, что большая часть абхазского народа выступает против отчуждения госдачи Пицунда, так как это противоречит государственным интересам Абхазии и ее конституции.
Хочу выразить благодарность послу Российской Федерации Михаилу Шургалину за то, что встреча состоялась, и она прошла в дружественной обстановке, где мы могли проговорить все моменты, которые нас беспокоили, не только нас, но и весь наш народ. А мы можем говорить от лица народа, потому что мы часто общаемся и знаем. И самое главное, что мы донесли до посла России в Абхазии, что настроение нашего народа совсем не такое, как он себе представлял. Мнение ветеранов я могла сказать. Я сегодня могу с точностью сказать, что 80-90% ветеранов против продажи недвижимости и отчуждения. То есть вся земля, пропитанная кровью наших ребят, не продается. Я поняла из всей встречи то, что договор подписан, он открыто нам сказал и дал понять, и назвал, что президент, премьер-министр и Совет Безопасности, он с ними говорил, и они подписали документ и согласны с этим документом. Но по ихним словам народ просто обсуждает, но не против подписания этого договора. Мы ему донесли, что с народом надо общаться для того, чтобы знать, что знает народ. И вот мы от народа к вам пришли и сказали, что будут возмущения. Народ в основной своей массе против отчуждения. Посол Михаил Шургалин отметил, что вопрос отчуждения госдачи Пицунда важен для России, рассказала журналист Изида Чания. На примере данного объекта правительство будет делать выводы о возможности принятия парламентом Абхазии решений о продаже земли и недвижимости россиянам. Посол нам дал ясно понять, что мнение общественности, в общем-то, его не интересует, что его главная ставка и что его главный ориентир на парламент. Парламент он назвал лакмусовой бумажкой. Если кто-то читал вчерашнюю информацию в нужной, вы, наверное, это заметили. Лакмусовой бумажкой для Российской Федерации, которая по тому, как пройдет голосование по проекту закона о ратификации соглашения, будет судить о дальнейших проектах, которые Россия намерена реализовать в Абхазии. Он говорил о 2 десятках проектов, но назвал конкретно только 2. Он назвал железнодорожный проект и проект аэропорта. И вопрос о Пицунской даче он напрямую увязал с вопросами, которые должны также быть приняты в парламенте. Это вопросы, связанные с землей и связанные с недвижимостью. Он несколько раз подчеркнул, что, вернее, спросил наши отношения, как мы будем реагировать на то, что если в результате того, что мы не подпишем, наш парламент не ратифицирует соглашение, ФСО России покинет Пицунду. Потом он сказал о российской военной базе, могут покинуть российские войска. Но по итогам встречи я все-таки вынуждена констатировать, что посол не оставил пространства ни для каких наших иллюзий, связанных с тем, что вот как бы это вот не правительство России, не высшее руководство России, а вот какие-то олигархи, я не знаю, олигархи или не олигархи, конкретно он не констатировал, но он сказал, что это интерес высшего руководства России. Он аргументировал желание России получить Пицунскую дачу в собственность тем, что, на мой взгляд, очень малоубедительный аргумент, тем, что Путин желает проводить встречи на Пицунской даче, но не как на территории Абхазии, а как на территории Российской Федерации. Во-первых, мы донесли свою позицию до посла. Во-вторых, он все-таки понимает, что мнение общественности и мнение нынешней власти, они разнятся. И в-третьих, как бы это уже, собственно, мое мнение, я не считаю, что в данной ситуации мы должны апеллировать к послу Российской Федерации. У нас есть президент, который должен защищать интересы нашей страны и нашего народа. А президент России, он, конечно, будет защищать интересы своей страны и своего народа.
Открытым назвала диалог с послом член партии Апсны Наира Амалия. Женщинам удалось донести до дипломата чаяния и опасения граждан страны по вопросу возможной ратификации соглашения по госдаче Пицунда. То есть финансирование дачи вот в том виде, в котором есть, то есть они хотят отремонтировать вот эти вот здания, невозможно. Счетная палата сочла, что она не может финансировать эту дачу вот в таком виде. Им для этого нужно соглашение и перенести в собственность эти небольшие здания. Ну, большие и небольшие здания. Мы объяснили, что есть другие пути, есть соглашение, которое выше этого соглашения, межгосударственные договора, что это имеет большую силу и что деньги можно переправить, там, финансировать этим путем. В общем, у народа один интерес – сохранить земли для будущих поколений. По поводу власти мы объяснили, что у него недостоверная информация. Насколько мы понимаем, в его действиях это прослеживается. Он говорил о том, что вот Аслан Георгиевич Бжаня, именно он попросил встретиться с нами. Я говорю, ну, спасибо ему, но вообще-то он должен нам сказать спасибо, потому что мы пришли вот этот вот накал снять, чтобы у нас не было столкновений в государстве. Ведь и на той и этой стороне наши братья и сестры стоят. Не нужно нам это в Абхазии. Если мы не юристы, мы прекрасно понимаем вот этот документ, вот я с собой ношу, я ему даже показала, в каком виде он у нас. Вот это просто доказательство того, что соглашение было скрыто на полгода. И наша реакция на сегодняшний день именно этим оправдана. Прежде чем выносить судьбоносные вопросы, президент, любой страны должен обсуждать это с общественностью. Тем более в нашем маленьком обществе, когда доносятся разного рода слухи. Наира Амалия отметила, что общественностью написано письмо на имя президента Абхазии Аслана Бжания. Просим Аслана Георгиевича Бжаня отозвать из Народного собрания проект закона о ратификации соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, как не соответствующие Конституции Республики Абхазия, нарушающие законы нашей страны, право абхазского этноса и всех граждан Республики Абхазия. Вот здесь заложен весь интерес нашего народа. Анастасия Ниганова, Саида Гухава, Абаза ТВ. В продолжении темы Политсовет партии «Форум народного единства» собрался для обсуждения ситуации с Пицунской госдачей. Руководство партии выступает категорически против отчуждения, так как это противоречит Конституции Абхазии. Председатель партии Аслан Барцыц подчеркнул, что наша задача сегодня, независимо от политических взглядов, отстоять завоеванную свободу и независимость. Все то, что защищал великий Владислав Арденбах. Те намерения, которые мы слышим от властей по отчуждению территории суверенной Апсны, пусть и дружественному нашему партнеру, как сейчас говорят, но и иностранному государству. Ну, во-первых, этот факт является прямым нарушением Конституции и законов Республики Абхазия. И, кстати, что немаловажно, это также является уголовно наказуемым деянием. Есть четкая позиция форума, которая была неоднократно озвучена в наших заявлениях, наших обращениях, комментариях. Значит, что касается непосредственно госдачи Пицунда. Мы говорим и настаиваем сегодня то же самое, повторяем, что те документы, которые были подписаны в 1995 году, они являются базовыми, и возвращаясь к ним, к исходным этим документам, вполне возможно нормальное функционирование этого объекта, что было все эти годы, еще раз подчеркиваю. И все разговоры о том, что это невозможно для России, для Российской Федерации, есть сложности развития, оплаты и так далее, но они по большому счету являются несостоятельными. Мы с вами видим, что идет активная подготовка к процессу вовлечения абхазской земли в предмет купли-продажи. И во главе всего этого процесса стоят наши с вами руководители, высшие руководители страны, это и президент, и премьер-министр, и так далее. Задача сегодня
всех нас здесь, в Абхазии, независимо от принадлежности, там, оппозиции, позиции или так далее и тому подобное. Задача нас всех отстоять завоеванную свободу и независимость. Все то, что прописано в нашей с вами Конституции, все то, что так ярко, последовательно защищал наш великий Владислав Григорьевич Ардзинба. На минутку я просто позволю, чтобы каждый из вас в своей памяти прокрутил те кадры переговорного процесса во время войны с Ельциным в Москве. Вы помните прекрасно, как продавливались, как выламывали руки, но и как достойно, не побоясь, ни грамм не отступив от национальных интересов, великий Владислав сохранял достоинство и мужество защищать интересы своего маленького народа. И это является безусловным ориентиром и примером для всех поколений и бывших, и будущих руководителей Абхазии. Кто не понял, кто не осознал всю глубину того, что происходило, кто далек от этого, ну, рано или поздно потерпит политическое фиаско и забвение. Мы с вами пережили разные страницы в своей истории, в том числе и в взаимоотношениях Российской Федерации. Мы пережили с вами и Ельцинскую Россию, и блокаду. Мы пережили с вами то, что передавалось в Грузии целыми эшелонами и вооружений, и прочее, прочее, прочее. Слава Богу, сегодня другие времена. И мы видим в лице президента Российской Федерации Владимира Путина друга и союзника в вопросах укрепления и развития суверенной Апсны, что неоднократно было озвучено и на многочисленных встречах с президентом Хаджинба. Выступивший на заседании политсовета экс-президент Абхазии Рауль Хаджинба также высказался против отчуждения. Если мы начнем сегодня разрушать, исходя из меркантильных личных интересов, основы нашей Конституции, то мы закончим со всей своей государственностью, заявил Хаджинба. Никому не должно быть позволительно распоряжаться землей так, как кому-то заблагорассудится. Конституция, я еще раз повторяю, наша четко регламентирует эти вопросы. Если мы начнем сегодня разрушать, исходя из каких-то, не знаю, меркантильных личных интересов, основополагающие основы нашей Конституции, то вопрос не в Пицунде, как я прежде сказал. Мы закончим со всей своей государственностью. А для того, чтобы это не произошло, нельзя допускать, чтобы Конституция была разрушена. Первые же шаги, которые позволят, а я не знаю, как это будет сделано, каким образом это будет сделано, вопреки самим положениям Конституции. Тогда, значит, нужно проводить мероприятия, которые нацелены будут на то, чтобы изменить Конституцию. А Конституция у нас четко расписана. Это ни в коей мере никому не удастся сделать. Выступление экс-главы государства смотрите после выпуска новостей. Аслан Бжаня поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения. Вы являетесь ярким примером национального лидера, чья мудрость, все силы и опыт неустанно направлены на развитие и укрепление страны. Повышение благосостояния граждан отмечается в частности в тексте поздравления. Абхазия готова быть частью расширенного союза суверенных государств. Об этом сказал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» глава МИД Инал Ардзинба. По его словам, есть рост интереса белорусов к Абхазии. Белорусы тоже видят, что в Абхазии улучшается криминогенная ситуация. Происходит гармонизация законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации со стандартами Евразийского экономического союза, отметил в частности министр.
Фундаментальных результатов, которые мы видим, результатов специальной военной операции, это, на мой взгляд, увеличивающиеся шансы на создание такого расширенного союза суверенных государств. И президент Абхазии как раз в своем выступлении уже несколько раз обозначил, что Республика Абхазия готова быть частью этого союза суверенных государств. В принципе, он уже формируется. Есть союзное государство России и Белоруссии. Качество интеграции возрастает. Принимаются дорожные карты соответствующие, поэтому мы тоже видим возможность для себя участвовать в работе этого интеграционного объединения. Кроме того, мы видим, что вот это сложное время, оно нас объединяет. Мы видим, что эти вызовы, они наполняют нашу жизнь новым смыслом. И вот сейчас мы отмечаем рост интереса Белоруссии, белорусов к нашей Абхазии. Белорусы тоже видят, что в Абхазии улучшается криминогенная ситуация, это правда. Кроме того, происходит гармонизация законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации, это тоже очень важный процесс, и со стандартами Евразийского экономического союза, особенно в части, касающейся таможенного регулирования, поэтому для нас это такой естественный путь нашего развития, мы полностью поддерживаем наше участие и развитие интеграционных евразийских процессов. Абхазия поддерживает спецоперацию России по защите Донбасса. Об этом также заявил глава МИД Абхазии Нал Ардзинба в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Министр также добавил, что республика будет и дальше поддерживать Донбасс. В ближайшее время будет сформирован очередной этап гуманитарной помощи. Спецоперация заложит фундамент для новой справедливой и сбалансированной международной системы, заявил глава МИД Абхазии Нал Ардзинба. Мы как Республика Абхазия полностью поддерживаем такой подход. Многополярность необходима, она уже зарождается. И Российская Федерация на самом деле запустила глобальный процесс борьбы с вот этой несправедливостью международной. И мы это полностью поддерживаем. Это сложный путь, конечно. Как гласит китайская мудрость, даже путь в 1000 ли начинается с первого шага. Вот первый шаг, мне кажется, сделан. Это специальная военная операция, которая должна заложить фундамент для новой международной системы, более справедливой, более сбалансированной, где малые народы тоже будут иметь свое гармоничное представительство. Свой вариант изменений в Конституцию Абхазии предложил директор ЦСИ при президенте Вячеслав Чирикба. К примеру, предложено изменение названия государства. Вместо Республики Абхазия – Республика Абхазия Апсны. В статье 52 предлагается ограничить срок службы президента 4 годами, повысить нижний возрастной срок кандидатов в президенты с 35 до 40 лет, удалить верхний возрастной срок в 65 лет, определить срок в 10 лет для непрерывного проживания кандидатов в президенты. Добавлено требование свободного владения государственным языком для кандидатов в президенты. Полный текст предлагаемых изменений опубликован на сайте информационного агентства «Апсны Пресс». На 2 недели отложено заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров. У подсудимых Эрика Чкаду и Демура Ахалая диагностирован коронавирус. Они не дали согласия на проведение заседания в их отсутствие. Чкаду Эрик Юрьевич и Ахалай Демур Ревазович отказались присутствовать на судебном заседании, назначенном на сегодняшний день по состоянию здоровья. К данному акту приобщены заявления Ахалая Демура Ревазовича и Чкаду Эрика Юрьевича не идентичные, следующего содержания, что они отказываются явиться на данный судебный процесс по состоянию здоровья, в связи с чем не согласны на проведение вышеуказанного заседания без их присутствия. Также имеются приобщены к данным актам и письма в отношении Чкаду Эрика и Ахалая Демура Ревазовича, в котором имеется информация о том, что взят ПЦР-тест 25 августа 2022 года у подсудимого Чкаду и Ахалая Демура Ревазовича и был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.
В течение лета специалисты МЧС Абхазии проверяют состояние систем пожарной безопасности в образовательных учреждениях республики. Школы по большей части уже готовы принимать учеников. Об этом «Радио Спутник» рассказал начальник управления государственного поджарного надзора МЧС Умар Возба. По его словам, большая часть мелких нарушений, выявленных в школах, касалась пожарных сигнализаций, которые вышли из строя из-за пыли или насекомых, а также истечения сроков хранения огнетушителей. Эксперт подчеркнул важность инструктажа, который учителя должны проводить для детей, чтобы школьники не растерялись во время эвакуации. Он добавил, что в конце рабочего дня необходимо полностью обесточить все кабинеты и проверить розетки, так как это может стать одной из причин возгорания ночью. Союз журналистов Абхазии, редакция газеты «Апсны» Медиа с прискорбием извещают о смерти члена Союза журналистов, заслуженного работника культуры Абхазии Нелли Николаевны Киут и выражает соболезнования родным и близким. Нелли Киут в разные годы работала в редакции газеты «Апсны Капш», литературным работником отдела культуры, затем в отделе писем трудящихся. С 1993 по 2021 год заведовала школьным сектором редакции газеты «Апсны». Нелли Киут – автор 4 книг, очерков и рассказов: «Молодые мстители», «Как прекрасен этот мир», «Сердцебиение любви», «Весенние мотивы». Публицистические и литературные работы Нелли Николаевны не раз были отмечены премиями. К новостям культуры. 28 августа в Пицунде состоялся второй концерт 20-го юбилейного фестиваля «Хибла Герзмава приглашает». Смотрите репортаж наших коллег из Гагра ТВ. Праздник Успения Пресвятой Богородицы совпал с завершающим концертом 20-го юбилейного международного фестиваля оперной певицы Хиблы Герзмава. Стены Пицунского храма IV века обволакивала музыка Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова, дирижировал которым Феликс Коробов. Звучали голоса Вероники Джиоевой, Василия Ладюка, Миграна Агаджан и самой хозяйки фестиваля. Вел концертную программу Юлиан Макаров. Добрый вечер, друзья. Сегодня тот самый случай, когда мы еще даже не успели начать, а в зале уже сложилась удивительно теплая атмосфера. Давайте начинать. У Антона Павловича Чехова в изумительном рассказе «Моя жизнь» есть такая фраза: «Какое это огромное счастье любить и быть любимым». Эти простые, казалось бы, но безусловно выстраданные слова абсолютно соотносятся с теми чувствами, которые связывают Хиблу Герзмаву с ее родиной. Самый первый фестиваль начинался здесь, именно в этом намоленном месте. Все это проходило и проходит, и будет проходить в родном городе нашей героини Пицунда. И согласитесь, это, наверное, особое счастье приезжать на родную землю с такими невероятными музыкальными подарками. Я абсолютно счастлива, что я родилась в Пицунде, рядом с этим храмом. У меня есть великая, большая история, связанная с этим местом. Я абсолютно счастлива, что свою жизнь я связала именно с музыкой, со служением музыки. И что рядом со мной сегодня мои друзья, великий оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Теодоровича Спивакова. Мои дорогие
коллеги, солисты Большого театра, Мариинского театра, Феликс Павлович Коробов, заслуженный артист Абхазии, народный артист России, главный дирижер театра Станиславского Немировича Данченко. Я вышла сюда сказать спасибо. А знаете почему? Потому как фестиваль у меня не получился бы, если бы рядом со мной, если бы на пути у меня не было бы вот тех важных людей, которые любят во мне музыку, которые всегда протянули руку помощи. И я вышла сюда с благодарностью, с молитвой. А самое главное, это очень интересный, потрясающий сегодня день. Я вас поздравляю с успением. Я хочу поблагодарить министра культуры Российской Федерации Ольгу Борисовну Любимову, Росконцерт. Хочу поблагодарить нашего министра культуры Республики Абхазия Даура Вадимовича Ковы. Спасибо большое за трепет, за такое интересное сотворчество. Спасибо большое вашей команде и вам лично. Спасибо огромное. Я хочу поблагодарить всю техническую часть нашего фестиваля, потому что люди, которые нас смотрят за пределами нашей страны, я очень счастлива, что у нас это получилось. И Джан Цурцуми, и Тимур Нормани, и Вадим Бегвава. Спасибо им огромное. Знаете, что самое главное? Великое меценатство. Когда-то я своему другу детства, Андрею Дудко, рассказала о том, что я хочу сделать здесь праздник для своего народа. А почему здесь? Потому как это память и дань моим родителям, которые поддержали меня в том, что есть музыка в моей жизни. Андрюша Дудко, Андрей Васильевич, я благодарна тебе за то, что ты с первого дня фестиваля со мной. Я тебя очень ценю, я ценю и дружбу нашу, и очень люблю твою семью. Я желаю тебе всяческих благ. А есть еще великий Сава Морозов наших дней, я его называю, это Николай Владимирович Ачба. И вот эти два мецената, которые несут наш фестиваль, я желаю всем счастья, пожалуйста, процветайте, живите в мире, в добре, живите в музыке. Я вас всех очень люблю. Ваших любимых. Ранее по инициативе Хиблы Леварсовны совместно с администрацией города Пицунда была высажена кипарисовая аллея у стен храма. Из храма велась прямая трансляция далеко за его пределы, включая и площадь у храма, на которой стоял экран и организованы посадочные места для зрителей и слушателей. Завершением концерта был выход оперной дивы на площадь к народу с песней «Абхазия моя». Красочный фейерверк закрыл арку 20-го юбилейного международного фестиваля «Хибла Герзмава приглашает».
счастье, что рядом со мной стоят мои друзья, меценаты и Министерство культуры России, министр культуры России Ольга Борисовна Любимова и наш министр культуры Даур Вадимович Кова. Это счастье, что люди поддерживают наши начинания когда-то 20 лет назад. Вот здесь 20 лет назад началось это все, и это счастье, что оно дальше будет продолжаться. Поэтому я желаю всем жить в мире, в добре и в музыке. 21-й фестиваль будет настолько же грандиозный? У нас всегда грандиозные фестивали. Мы сделаем что-то другое, конечно, конечно. Мы меняем все время программу. Приходите. Невероятные эмоции переполняли не только гостей концерта, но и самих певцов. Российская оперная певица Вероника Джоева поделилась своим желанием остаться в Абхазии еще на чуть-чуть. Я могу сказать, что обратно я уезжать не хочу. Мне бы хотелось здесь задержаться. Спасибо огромное Хибле и все, кто работал над этими двумя концертами, над концертами фестиваля. Все было организовано замечательно, потрясающе. Нас очень тепло принимали. Всем огромное спасибо. Очень не хочется отсюда уезжать, но я надеюсь, что я еще вернусь. Фестиваль Хибла Герзмава приглашает благотворительный. В этом году собранные фестивалем средства пойдут на помощь Пицунскому храму, Абхазскому государственному драматическому театру имени Самсона Чанба, Государственному русскому театру драмы имени Фазилия Искандера, музыкальной и средней школам города Пицунда, а также Гагрской школе искусств. Делегацию, которая приняла участие в Международном детском культурном форуме в Москве, принял министр культуры Абхазии Даур Кова. Участники форума поделились своими впечатлениями и эмоциями. В ходе беседы руководитель делегации Нинель Бжани отметила высокий уровень организации мероприятия, профессиональный подход к делу, насыщенную интересную программу. Форум впервые состоялся в Москве с 24 по 28 августа. Студию абхазских студентов впервые набрали в нынешнем году представители Высшего театрального училища имени Щепкина. Об этом сообщил ректор вуза Борис Любимов в пресс-центре ТАСС. По его словам, вуз набирает национальные студии последние 70 лет. Впервые была набрана студия абхазских студентов на базе Русского театра в Сухуми. Это настоящее украшение нашего училища, подчеркнул ректор института. Художественным руководителем абхазского курса является режиссер, заслуженный артист России, завкафедры актерского мастерства Высшего театрального училища имени Щепкина Алексей Дубровский. Накануне он был назначен заместителем художественного руководителя Государственного академического малого театра России. Ранее гендиректор Русдрамы Ираклий Хиндба на своей странице в социальной сети Facebook сообщил об официальном зачислении абхазских ребят в Высшее театральное училище имени Щепкина и заселении их в общежитие. Пресс-конференция о конкурсе для журналистов на лучшее освещение деятельности России в Абхазии «Взгляд-2022» состоялась на площадке «Спутник Абхазии». Его организатор – представительство Россотрудничества в Абхазии. Конкурс стартовал 19 августа. В нем могут принять участие репортеры, журналисты, студенты, блогеры, видеографы, фоторепортеры и колумнисты из всех районов республики. Конкурсные работы будут приниматься до 16 сентября включительно, а итоги планируют подвести 23 сентября. Отбор работ будет проводиться по 4 номинациям. Лучший информационный материал, лучшая аналитическая публикация, лучшая художественно-публицистическая работа и номинация «Дебют». Подробнее о пресс-конференции смотрите в нашем эфире 31 августа. Православные храмы Абхазии передали иконы мученика Стефана. Подробнее об этом расскажет Астанда Отрба. Спрашивали, просили. И вот когда от сердца к сердцу Господь слышит, и благодаря тоже нашим меценатам я передам батюшке документы как раз на частицу мощей, которые вот мы привезли, чтобы это была тоже история, хоронили здесь. То есть сегодня день у вас будет храмовой праздник. Обретение мощей, второе обретение мощей святого первомученика Стефана.
Руководители фондов святого великомученика Ванифатия и «Хочу верить» посетили Успенский храм X века в селе Мук и преподнесли в дар икону с частицей мощей святого первомученика Стефана, десница которого ранее хранилась в этом храме. По описанию, в этом храме хранились мощи первомученика архидиакона Стефана, и, конечно, они потом за годы тысячелетий разные события были, и вот они были затеряны, да. И вот сегодня, Божьей милостью, так произошло, что вот возвращены, да, как бы, и возвращены, так, Божьей милостью произошло, что у нас в нашем храме опять будут мощи святого первомученика, архидиакона Стефана. Это первый мученик за веру Христову в Иерусалимской церкви. Это очень хорошо описано в Деяниях святых апостолов, да, его житие, его подвиг. Это первый человек, который пострадал за Христа. Вот. Кстати, там рядом стоял и охранял, когда побивали камнями Савву. Да, Савву. Апостол Павел. Да, будущий апостол Павел. Так что мы очень рады накануне как раз большого праздника. У нас есть здесь мощи Спиридона Тримифунского, вот, и вот уже будут мощи первомученика архидиакона Стефана. Да. Благодарю Господа, всех благодарю. Нам рассказали о этом уникальном храме, как действительно особом храме Абхазии, где епископская кафедра была, и сколько много было сделано даров принесено сюда. И здесь хранились самые такие великие святыни. Одна из них это был крест Господень. Милостью Божией нам на Кипре с монастыря Ставровоний, что значит крестный, передали частицу животворящего креста Господня, митрополит Варнава Тримифунский. Там, где находится подножие креста Господня в этом монастыре, который после обретения креста Господня царица Елена оставляет подножие, вот эту частицу большую, в этом монастыре. И это просто является действительно величайшая святыня вообще всего мира, потому что это официальное место, где хранится именно животворящий крест Господень. И вот мы взяли благословение, потому что это действительно знаковое очень место святое, что будем планировать на праздник воздвижения креста Господня 27 сентября, который всегда наверняка это точно отмечалось в этом прекрасном старинном храме. Мы передадим с радостью для благословенной Абхазии, для христиан, для всех, как в знак, как в память историческую частицу животворящего креста Господня. Она будет в кресте, который священник может благословлять всех верующих, приходящих в этот храм. Также руководители фондов посетили строящийся храм Пантелеймона Исцелителя в селе Дзюбша. Главной целью визита стала передача иконы святого великомученика Пантелеймона Исцелителя с частями мощей в помощь всем прихожанам и временно проживающим беженцам из ДНР и ЛНР, которые вносят свой посильный вклад в строительство храма. Именно таких святых, которые именно пострадали за христианскую веру. И они выдержали этот экзамен и стали святыми. Теперь экзамен наступает у нас. Наступает. И мы должны тоже просить Божьей помощи, чтобы Господь нас укрепил, пройти эти страдания, очиститься через них и стать такими самыми святыми, чего им желаю. У нас храм, который по благословению схиархимандрита Илия построен, по благословению нашего любимого иерея Виссариона. И в том году мы его заложили, и в этом году уже, вот видите, мы можем принимать здесь такие святыни, которые передаются в наш храм. Знаете, когда началась спецоперация на Донбассе, Абхазию, тоже начали приезжать люди, беженцы. Мы принимали семьи с детками, размещали их у нас в паломническом центре. Также мы приняли схиархимандрита Пантелеймона. И слава Богу, что батюшке здесь, на территории Абхазии, очень понравилось. Он по благословению отца Виссариона служит в Адзюбском храме Рождества Пресвятой Богородицы. И вот теперь у нас и может окормлять в этом храме беженцев. Спасибо огромное Наталье Мезенцевой, президенту фонда мученика Ванифатия, которая не оставляет нас
помнит нас и привозит, и балует нас такими подарками. У нас в храме теперь хранятся икона с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеймона и первомученика Стефана. Для нас это большая честь. Благотворительная акция проводится не в первый раз. Ранее уже передавались дары в храмы Абхазии. Астанда Одерба, Саида Гухава, Абаза ТВ. В эфир Абаза ТВ выходит программа «Родители». Изготовлена она по заказу при поддержке ЮНИСЕФ и призвана помочь родителям. Карьера и родительство – как это совместить? В этом выпуске работающие мамы Лиана Аграба и Елизавета Маланя, а также папа Батал Таркил расскажут о том, как им удается совмещать работу и семейный досуг, как лучше всего распределить время и обязанности в семье, качественно проводить его с детьми и продолжать строить карьеру. Во втором блоке передачи соучредитель благотворительной организации «Киарас Кама Гопи», заместитель руководителя службы социальной поддержки детей и семей Алина Базба рассказывают о проблемах и возможных путях их решения для уязвимых слоев населения. В этом выпуске мы поговорим о том, как родителям удается совмещать успешную карьеру и воспитание детей. Почему активное участие отцов в жизни детей так важно для будущего ребенка? И какие сложности испытывают мамы и папы из социально уязвимых семей? В нашем эфире сегодня смотрите 8-й выпуск проекта «Родители». Фильм «Последняя цена» начнет снимать в Абхазии киностудии «Ленфильм» в сентябре этого года. Это картина о возникновении ореховой лихорадки после повышения стоимости орехов во всем мире. Об этом генеральный директор студии Федор Щербаков сообщил ТАСС. Режиссером «Последней цены» стал дебютант Наур Гармели. Премьера ленты ожидается в 2023 году. В завершении выпуска прогноз погоды. – 31 августа в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер слабый, умеренный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-23, днем 27-32. Температура морской воды 27 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.